Ассаламу алейкум, Вадим. Как ты, брат, как здоровье? Ты же знаешь, Вадим, почему я тебя уважаю? То, что ты один из тех, который прошел всю систему, отсидел за свои воззрения. То, что ты везде, даже и в тюрьмах, и в лагерях, то, что тоже через все эти пытки прошел. Ты знаешь, да, то, что через что я проходил. Даже в 2010 году, когда у нас был бунт на границе. Ты знаешь, что 170 человек было изнасилованных. Против этого всего беспредела я вышел. Вадим, ты зама, оказывается, привет передавал и задавал вопросы касаемо 2005 года, касаемо Джармахана Кяхпаева. Я тебе хочу сказать, ты знаешь, что Джармахан Кяхпаев, я был против лично него, потому что его выдвинули как единого лидера от оппозиции в 2005 году. Хотя какая это была оппозиция? Болат Абилов, Косанов. Ты же сам понимаешь. Это больше клоны были, а не оппозиция. Но я почему вышел против Джармахана Кяхпаева? Потому что он был, во-первых, генеральным прокурором, председателем МКСК в 1986 году. Он был один из инициаторов, то, что закрыли молодежь, которая вышла за независимость нашей страны. Это чисто были мои политические убеждения. Ты мой путь знаешь, да? И в лагере, и в зонах, и в тюрьмах, где я проходил, я всегда останавливал наркотики, беспредел. Всегда старался идти по прямому пути, по правильному, по справедливости. Вот за это сейчас и страдаю. А сейчас, видишь, также вышел в первую очередь, чтобы остановить беспорядки, чтобы остановить жертвы среди мирного населения. Перевести все эти беспорядки в мирное русло, потому что не было другого выхода, чтобы остановить, да, все погромы, которые были, нападения на административные здания, на ДВТ, аэропорты, так как это могло послужить потере нашей независимости. Хотел перевести все в мирное русло, чтобы был мирный диалог между государством и простым народом. То, чтобы те провокаторы, которые там были, у которых были личные амбиции и прикрывались мирным митингующим, не воспользовались этой ситуацией. То, что было, реально были требования там. То, что шалкет, это было само по себе, это же не требование. У кого кредиты списали, у кого зарплату подняли, где-то кому-то продукты, чтобы снизили, чтобы какие-то реформы были в Казахстане реальные. Чтобы тем самым успокоить было народ. Потом на весь Казахстан, видишь, говорят, кричат якобы, что я задержал там 30 невинных человек. Где смысл? Где логика? Кого я призвал задержать? Это мародеров, грабителей, насильников, уже оппозиционеров, провокаторов.